Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. С 2018 года на территории республики реализуется федеральная инициатива формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. О реализации проектов благоустройства мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Любовь Попок, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии, главный архитектор. Любовь Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какова стратегия развития общественных пространств в республике? Какие направления сейчас находятся в приоритете? Ну, во-первых, у нас есть пространственная стратегия развития вообще в целом Российской Федерации. И буквально недавно она поменялась. И если ранее у нас развитие территории выбиралось на территории регионов, то сейчас упор идет на опорные населенные пункты. И если, например, в начале комфортная городская среда, она была направлена именно на развитие всех населенных пунктов по желанию, в зависимости по ограничению жителей по населению, то сейчас именно направление идет опорных населенных пунктов. У нас уже теперь национальный проект «Инфраструктура для жизни». И основная задача – это, конечно, синхронизация всех проектов. И, конечно, сейчас, которые конкурс мы проводим, мы акцент ставим на опорные населенные пункты, развиваем их в первую очередь. И, соответственно, уже в зависимости от заявок, которые подают органы местного самоуправления, по вовлечению жителей, то есть когда они сами выбирают те территории, которые благоустраивают. И, конечно же, это очень важно развивать в рамках мастер-плана. Мы для этого разрабатываем мастер-планы, у нас есть уже утвержденные мастер-планы, и в рамках мастер-плана определены объекты благоустройства, и мы, соответственно, идем по этому плану. Но основное долгосрочное развитие у нас по общественных пространств – это, конечно же, реализация всероссийского конкурса. В этом году мы ждем 5 объектов, 2 из них уже открылись. Это Среднеколымск, площадь, 9 мая было открытие. На прошлой неделе в День города Вилюйска открылось общественное пространство «Набережная Поющие пески». Это наша гордость, потому что они заработали максимальные баллы на Дальнем Востоке, когда участвовали в конкурсе, и он уже реализован. Ну и ждем мы, конечно, Мирный, Нерингри и Майю. Ну, еще у нас 5 проектов. Это победители прошлогодние, но они уже начали реализовывать. Томот, Хандыга, Амга, Нижний Бестях и Алекминск. Но это уже реализация следующего года. Вот если мы говорим о поющих песках в Вилюйске, там же, если я не ошибаюсь, еще очень высокую оценку от жюри получил этот проект. Да, конечно. А в чем, на ваш взгляд, секрет этого успеха? Ну, во-первых, на самом деле там очень большая была работа, командная работа муниципального образования. То есть, когда глава доверяется архитектору, который приходит и начинает разрабатывать проектно-сметную документацию, либо дизайн-проект, и совместная работа с вовлечением граждан, конечно, получают такой прекрасный результат. И очень важно уже, самое важное, что реализация проекта, когда мы получаем награду, мы не останавливаемся на этом, потому что следующий этап – это реализация, еще этап – это уже эксплуатация, потому что нужно сохранить то, что уже реализовали. И вот, например, в городе Вилюйске, сколько мы с ними шли в одну ногу и работали, реализовывая проект, мы видели, насколько вот этот тандем, не знаю, синергия архитектора, команды муниципального образования, подрядчика, она настолько была такая, коммуникация были очень сильно у них как бы устойчиво держались, и из-за этого мы видим результаты. Ну и плюс, наверное, в формировании каких-то проектов жители непосредственно принимают участие. Конечно, это обязательно, если мы говорим о вовлечении, например, то, конечно, первое вовлечение – это когда наши жители выбирают ту или иную территорию. Второй этап вовлечения – это когда житель может повлиять на функциональное назначение, то есть выбор той или иной функции, функциональной зоны, которую они планируют дальше реализовать. И здесь включаются сообщества. Это, опять же, большая работа разработчика и администрации, когда они работают с сообществами. То есть они слышат людей, слышат их запросы, их реализовывают. Давайте поговорим еще и о Якутске. В выходные прошел День города, 393-летие отпраздновали мы. Вот новые объекты – это
Набережная Романа Дмитриева, Да. площадь Республики и у озера Сайсары тоже новый объект появился. Это же все в рамках мастер-плана объекта. Да, это как раз одна из возможностей, как инструмент привлечения финансирования. Мы разными инструментами пользуемся. Во-первых, это формирование комфортной городской среды, это когда мы участвуем в региональных проектах, конкурсах. Город Якутск также участвует в этом конкурсе. Если не ошибаюсь, по голосованию в городе были выбраны 3 территории. Это Гагарина, сквер Гагарина, это озеро Талое, там площадка Водянова, и набережная Теплая, озеро Теплого. То есть здесь вот тоже очень работают в рамках формирования комфортной городской среды. В этом году у них реализуется 1 объект. И инструменты, как мастер-планы, это привлечение казначейских кредитов. Вот как раз 3 объекта, которые вы назвали, это через инструменты казначейского кредита, когда мы уже сейчас видим реализацию объектов, ими пользуемся, да, развиваемся в этих же территориях. Возможно, зарождаются какие-то сообщества. Например, мы очень часто видим в соцсетях, и это очень действительно радует, как возрождается сообщество велосипедистов. Ходьба скандинавская. То есть я очень часто вижу людей, которые совместно группами ходят по озеру, либо катаются на велосипедах. Ну, конечно, когда комфортная городская среда, почему бы не походить по улицам? А если мы смотрим в будущее, какие объекты вот будут в разработке? Ну, во-первых, у нас есть, имеется в виду по городу Якутску. Да, конечно. Да, по городу. Ну, вот я назвала как раз 3 объекта, которые через всероссийское голосование было выбрано. Ну, во-первых, у города Якутска есть мастер-план, в котором есть стратегия водно-зеленого каркаса, которая как раз и объединяет общественные пространства. Потому что на самом деле все общественные пространства в результате мы должны получить объединенные общественные пространства, такой вот каркас, где человек может из одной точки в другую точку безопасно и комфортно дойти. Это очень сложная работа на самом деле, ну, тем более Якутия, это действительно климатические условия, есть определенные свои сложности в реализации. Не всегда те технологии, которые мы применяем, они реализуются, потому что, ну, вечная мерзлота, она капризная достаточно, и с ней нужно работать. Это, конечно, нужно привлекать научные сообщества и дальше перерабатывать те материалы и пытаться найти самые лучшие решения. И, соответственно, мы дальше будем реализовывать. А так, на самом деле, очень много объектов. Во-первых, у города Якутска большая сеть озер, которые необходимо благоустраивать. Вопрос только выбора, то есть насколько мы готовы на сегодня оставаться в эко, да, то есть относиться как экологически, то есть немножко не занося все в бетон, да, на самом деле практика мировая и российская говорит о том, что необходимо все-таки природно заходить, экологически заходить, аккуратно с такими объектами, а тем более, когда мы говорим о вечной мерзлоте. Вот. Есть у нас очень прекрасный зеленый луг, который сейчас активно пользуется, может быть, вы видели, что действительно очень большая аудитория сейчас появляется на зеленом лугу. А может быть, надо поговорить уже о том, что это наш экопарк, это наши легкие, которые позволят городу дышать. Есть очень много объектов. Например, мы проработали проект возле Министерства сельского хозяйства. Там у нас есть дизайн-проект молодежного сквера. У нас зарождается сообщество скейтеров. Это действительно большая проблема. И вот у нас планируется форум в октябре месяце в рамках Дня международного архитектуры. И мы хотели бы вот на эту тему тоже поговорить. То есть на самом деле очень большие планы и много работы. Вот, кстати, о форумах. Вы же принимали участие и на юбилейном ВЭФ в этом году. Расскажите, какая у вас там была рабочая программа? Я участвовала на площадке Urban Hub. Это очень интересная площадка. Как раз там встречаются люди, которые развивают города, меняют их облик. И такая повестка в этом году у них была особенная. Это исторические центры дальневосточных городов. И, конечно же, мы поделились своим опытом, потому что на самом деле мы видим, как центр города Якутска меняется,
развивается, он начинался еще со старого города, потом большая работа была проведена по проспекту Ленина, по внедрению дизайн-кода, по капитальному ремонту. Параллельно мы завершили работы по площади, по Республиканской площади. Есть у нас мастер-план по Старому городу 2, в котором мы дальше будем работать. Конечно, мы затронули объекты культурного наследия, это реальное училище. Для нас это очень сложный объект, потому что в бюджете, конечно же, денег не всегда достаточно на такие объекты. Есть достаточно много инструментов в рамках федеральных проектов, но здесь уже сама система воссоздания либо сохранения таких объектов, она идет уже через частные инвестиции. И здесь задача найти этого инвестора, найти такой консенсус между, да, то есть договориться о том, чтобы мы сохранили, но при этом объект работал и приносил какую-то экономику. И вот в этом направлении сейчас мы очень активно работаем. И об этом я рассказывала на форуме. Конечно же, было сложно, там очень много говорили об идентичности, но Якутия — это, конечно же, всегда про сохранение культурного кода, сохранение национальных традиций. И когда мы говорили о городе Якутске, я их потрясла немножко последней картинкой. Это, конечно же, нашими сетями. То есть это еще особенность другая. То есть, то, что они снаружи? Конечно же, да, потому что очень сложно. Во-первых, нам нужно объединить две разные культуры, ведь город Якутск, он был создан в свое время по освоению казаками, да, то есть это одна культура, культура национальных традиций, это уже культура народов Саха, и вдруг в этой идентичности появляются еще и наружные сети, и все это синхронизировать, конечно, очень сложно. Ну, как всегда, для всех Якутия очень интересно, и мы на площадке, конечно, очень хорошо выступили. Ну, не зря же говорят, что сложные случаи, они самые интересные. Да, конечно. А вот что относительно Дальневосточной архитектурной премии, к чему там пришли? Да, у нас такое событие произошло. Как вы знаете, что мы один раз в 2 года проводим премию ЭГЭ, архитектурную премию ЭГЭ, когда это все происходит на территории республики, мы выискиваем лучшие практики, отмечаем лучших архитекторов, и это, конечно, очень хорошее событие для сообщества. Вот. Ну и мы подумали, а почему бы эту практику не применить уже на Дальнем Востоке, ведь действительно мы не будем забывать, что было поручение президента Российской Федерации по мастер-планам дальневосточных городов, да, и уже достаточно много времени прошло, и хотелось бы подвести итоги, и мы предложили Корпорации развития Дальнего Востока рассмотреть возможность проведения такой премии архитектурной на дальневосточном уровне. И нас, конечно же, поддержали, потому что действительно это необходимо, это лучшие практики, это, конечно же, сотрудничество, это когда появляются площадки профессиональных сообществ, где решаются общие вопросы и по развитию территорий. И к нашей радости, действительно, на ВЭФе мы подписали такое соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, и в 2026 году мы проведем первую в истории на Дальнем Востоке архитектурную премию в городе Якутске. Остается только дождаться. Тоже звучит, кстати, очень интересно. Любовь Александровна, большое спасибо, что пришли к нам сегодня, поделились такой информацией. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.